Всем доброго дня, уважаемые телезрители. Очередной выпуск программы «Маршрут» мы решили посвятить одному очень интересному башенному комплексу. Интересному с точки зрения его уже возросшей туристической популярности. Почему так? Потому что в последнее время здесь проводились масштабные реконструкции, масштабная реставрационная работа по восстановлению нескольких строений, которые в черте этого архитектурного ансамбля располагались. Благотворительный фонд «Сафмар» здесь профинансировал восстановление нескольких этих строений. Мы их вам детально покажем. В частности, одну боевую башню вы можете видеть, как она восстановлена. Она всего лишь несколько ярусов сохранилась, буквально несколько лет назад. Это можно было увидеть наглядно. Мы фотографию, разумеется, найдем в интернете и поставим для перебивки. В качестве перебивки покажем вам, как она выглядела раньше. Ну и две жилые башни. Там уже реставрация завершена. В скором времени обещают еще несколько строений здесь восстановить. О них поподробнее поговорим, как только спустимся вниз. Но наверняка вы, как только я начал свое повествование, обратили внимание, что здесь не одна боевая башня, которую я уже упомянул, а две. А та, которая находится ниже, соответственно, дальше от нас, она восстановлена еще лет 7-8 назад усилиями самого Тейпа, который здесь проживал в свое время, точнее, его потомками. И это, разумеется, не может не радовать, как и все те работы, что в Джайрасском районе проходят, потому что это в любом случае наше наследие, наша культура, беречь их, оберегать, хранить и передавать последующим поколениям мы в любом случае обязаны. И они тоже, разумеется, должны это уже хранить. О том, какие башенные комплексы располагаются в окрестностях, для того, чтобы вам легче было ориентироваться, уважаемые телезрители, давайте краткое повествование сейчас проведу и краткий экскурс для вас. Башенный комплекс Кочки располагается вон прямо рядом с нами, чуть ниже, если вы посмотрите, соответственно, по правую руку от меня. Ну, в подсъемках, разумеется, вам это покажем. К сожалению, не так давно там обвалилась боевая башня, которая там находилась, буквально на глазах одного из местных жителей, который услышал грохот, поднявшуюся пыль и увидел, что башня, к сожалению, уже разрушилась. Так что, возможно, надеемся, по крайней мере, в скором времени там тоже реставрационные работы будут проведены, потому что фотографии архивные есть, документы есть, свидетельствующие о том, как это строение выглядело раньше. Ну и склеповые могильники, большое количество жилых башен там тоже присутствует. Также внизу, разумеется, этот башенный комплекс в первую очередь бросается в глаза. Этот башенный комплекс сразу же становится виден, когда туристам начинают рассказывать о башенных комплексах Горной Ингушетии. Эрзи. Что приходит первым в голову? Эгикал, Вовнушки, Тхабай-Эрды, Эрзи. Вот башенный комплекс Эрзи. Вы можете его увидеть. Один из излюбленных архитектурных ансамблей именно для туристов, потому что такого средоточия башен в Горной Ингушетии лишь в нескольких локациях встречается. Ну и возвращаемся к повествованию о башенном комплексе Морчи, разумеется. Сейчас спустимся чуть ниже, посмотрим на то, как проведены были реставрационные работы. Не то, чтобы я их оценивать собираюсь, просто посмотреть, как все сделано. Потому что хочется, чтобы печать старины, она не терялась в этих величественных сооружениях. В любом случае, как я уже говорил и повторюсь еще раз, это наша история, наша культура и наше наследие. Спускаемся вниз. Хотели мы изначально чуть ниже спуститься и уже детально о башнях поговорить, но потом подумали чуть-чуть и решили, что лучше будет подняться чуть повыше, поговорить в общем о конструктивном устройстве боевых башен, поговорить об усыпальнице склеповой, которая здесь находится. В прошлые наши визиты мы раз 5 как минимум башенный комплекс Морчи посещали и освещали его столько же раз. И каждый раз вы наверняка замечали, уважаемые телезрители, что склеповая усыпальница здесь находится в очень плачевном состоянии. Она и сейчас в таком состоянии, в принципе, но сейчас, как вы заметили, наверняка здесь расчистили эту территорию. Камни хотя бы
укомплектовали, как они должны лежать, по крайней мере, совсем скоро. Уже здесь должны начаться уже тоже реставрационные и восстановительные работы, что, опять же, не может не радовать. Что касается башен боевых, как вы видите, обе боевые башни, которые здесь есть, они с пирамидально-ступенчатой крышей, с венчающим крупным белым конусовидным камнем, который Зёглхер назывался, и он ознаменовывал собой завершение строительства башни. Без его водружения башня считалась неполноценной. Из программы в программу я об этом говорю, но вдруг кто-нибудь смотрит эту программу в первый раз. Так что, если не знали, то знайте. Вход, как обычно, располагался на втором этаже. Это мы вам продемонстрируем, как только ниже к этим башням в конце концов уже спустимся. Ну и сверху с этой обзорной точки прекрасно просматривается, насколько большим и величественным в свое время был этот архитектурный ансамбль и какое величие свое былое он вновь обретет уже совсем скоро. Потому что у нас есть для вас тоже один небольшой сюрприз, хорошая новость, потому что здесь еще одно строение, заслуживающее вашего внимания, в частности, боевая башня. Я думал раньше, что их здесь две, а их оказалось здесь три, как мне любезно только что буквально сообщили ребята, которые здесь внизу работы проводили. Спустимся вниз, я и третью боевую башню вам покажу, точнее то, что от нее осталось, и скоро ее, возможно, тоже восстановят, должны, по крайней мере. Ну а до этого поговорим о восстановленной боевой башне, о второй, которая восстановлена ранее, и о жилых башнях, которые здесь же неподалеку находятся. Так что спускаемся, теперь уже точно наверх подниматься не будем. Так, боевая восстановленная каменная красавица. Лишь несколько ярусов в высоту она сохранилась буквально недавно, но уже, к счастью, ее отреставрировали. Как вы видите, каменные навесные балкончики, которые здесь находятся, они тоже в восстановленном уже состоянии. Они черх у нас называются, для того, чтобы с них можно было сбрасывать камни, там, обстреливать нападавших из лука-то, когда появились уже огнестрельные ружья, ну и бойницы, которые по периметру всего этого великолепия тоже располагаются на каждом из этажей. И вход, как обычно, в классическую боевую башню и находился всегда на уровне второго этажа. Все башни боевые в Горной Ингушетии, если вы обойдете, лишь один единственный случай, когда вход расположен на первом этаже, это когда, по легенде, башни заказали две женщины. Башни двух соперниц они называются. Мы выведем вам, как мы снимали этот башенный комплекс и насколько хорошую дорогу сейчас прокладывают к этому впечатляющему архитектурному ансамблю. Но возвращаемся к Морч. Вот вход у нас сделан, створчатые двери также уже доделаны, отмостки тоже сделали для того, чтобы, я так понимаю, башня дальше уже не разрушалась. Ну и отсюда же хорошо видна восстановленная жилая башня. Мы к ним подойдем вплотную чуть позже. И также здесь внимание, разумеется, заслуживает петроглиф. Посмотрите, путем выкладки камней, изображенный прямо под навесным балкончиком. И точно такой же находится под навесным балкончиком, который в боевой башне уже ниже. И как они отличаются друг от друга, сразу же невооруженным взглядом, невооруженным глазом можно заметить, что крыши здесь немножко разные. Если в первой боевой башне, которая еще лет 7-8 назад, как я уже говорил ранее, восстановлена, там крыша чуть повыше. И смотрится, и визуально это сразу же бросается в глаза. А здесь она чуть ниже, чуть поменьше, и, соответственно, бросается в глаза это тоже. Это, если проводить аналогии, максимально схожие с башенным комплексом НИИ. Там, в принципе, точно такая же ситуация. И из архивных кадров я вам покажу, вы сравните и поймете, что я прав. Я редко когда ошибаюсь, потому что проверяю информацию, прежде чем ее выдать в эфир. Очень хорошее качество, вам тоже рекомендую, прежде чем что-либо сказать или сделать, тщательно взвесить все за и против, как завещали наши предки по кодексу ингушей. Эздел, взвешивай все за и против, прежде чем что-либо сказать или сделать. Пойдем к жилым башням.
Наряду с восстановленной частью комплекса хочется также поговорить, разумеется, и о том, что пока что, к сожалению, не восстановлено. Но мы все с вами прекрасно понимаем, что это не работа одного дня или даже одного месяца или полугода. Потому что здесь тщательно нужно проводить свои изыскания археологические в первую очередь, чтобы посмотреть, может, что-то скрывается под культурным слоем в результате веков образовавшимся. Поэтому пока что не полностью комплекс восстановлен. И все же то, что есть, уже радует глаз. В частности, что у нас имеется из невосстановленного пока что. Я акцентирую ваше внимание вот на опорный центральный столб межэтажного перекрытия. Очень важный атрибут в жилой башне, в жилой постройке, потому что на него опирались балки межэтажных перекрытий, перекрытия между этажами делались и опирались именно на этот опорный столб. Это был центр, можно сказать, всей башни, и культовое значение, вероятнее всего, он в свое время тоже имел. И, соответственно, если был центральный столб, значит, что-то его окружать в свое время должно было. И здесь была, судя по всему, в свое время еще одна жилая башня. Еще одна жилая башня, пока что не восстановленная. И, судя по всему, эти отметки специально наносятся на те строения, которые подлежат реставрации в скором времени. И, скорее всего, они уже занесены в реестр. Проектно-сметная документация составляется. Но это мои догадки. Мало ли что, вдруг это отличительная черта какого-либо мастера, который здесь реставрацию сейчас проводит. Если вы сравните элементарно то, что обстановка вот какая в этой стене, в этой части стены, и вот здесь, сразу же поймете, что тут уже раствор выветрился, судя по всему. Либо его специально, целенаправленно, эту башню, это строение разрушали. Ну и из-за того, что скоро здесь должны пройти реставрационные работы, судя по всему, из-за этого здесь вход частично завалили камнями для того, чтобы, скорее всего, сюда бродячий скот не забирался. Потому что скот бывает разным, и на 2 ногах передвигающийся, и на 4 ногах тоже. В частности, во-первых, кто, не знаю, эти художества на башне наносят, но, судя по всему, вот любовь написано. Не знаю, какое чувство испытывает человек, но точно не любовь, если он наносит эти надписи на наши башни. Ну и крыша, разумеется, как и во всех жилых башнях, не сохранилась. Плавно перетекает наше повествование к вон тому впечатляющему строению. Некогда это была боевая башня. Как мы это понимаем, и вы это сами поймете, уважаемые телезрители, если чуть-чуть логику включите, сразу же поймете, что по основанию башни можно понять, боевая она или жилая. 5,5–4,5 метра в основании, всегда квадратные, потому что они сужаются кверху 9–11 градусов, угол сужения стен достигает. Ну и здесь до уровня 2-го этажа лишь башня сохранилась, и даже, как его звали-то, Муартол на ингушском, ложный свод межэтажного перекрытия, каменный, который раньше делался для того, чтобы сейсмоустойчивость башни повысить и ее обороноспособность тоже, он, к сожалению, в этой башне не сохранился. Но, возможно, вероятно, так как и написано здесь, подлежит дополнительному исследованию и изучению, здесь тоже будут проведены восстановительные работы. Вот такие вот дела. Ну и на самом деле башенный комплекс Морч, если подытоживать все вышесказанное, уважаемые телезрители, он один из самых красивых хотя бы потому, где он располагается. В хорошую погоду, в ясную погоду, такую, как сегодня, потрясающей панорамой на вершины Кавказа открываются. На Столовую гору открывается потрясающий вид. На отроги Цейлуама, на его вершины главные и не главные также виды шикарные открываются. Так что комплекс, можно сказать, на островке небольшом находится, где у тебя Цейлуам, Мятлуам, Кавказский хребет, ущелья. Все ущелья практически Джейрасского района, Джейрасского ущелья главного, Армхимского, виднеются именно здесь. Ну и заснеженные вершины. О них никогда не устанешь говорить, но лучше смотреть своими глазами. Что мы, собственно говоря, и сделаем. Покажем вам, как это видит камера, по крайней мере.
самое главное при реставрации, при восстановлении архитектурных ансамблей, ну, я беру в расчет только Горную Ингушетию, потому что по другим регионам я не специализируюсь, это логистика, это транспорт, это доставка стройматериалов. Потому что если у вас будет плохая дорога, либо ее не будет вовсе, я не думаю, что туда доедет строительная техника, я не думаю, что туда можно будет подвезти стройматериалы, потому что мы не наши предки, которые в течение нескольких лет могли готовить основания, подготавливать сами стройматериалы и затем уже ровно 1 календарный год строить саму боевую башню. В любом случае, здесь уже дорога, как я уже говорил, проложена достаточно удобная, машины могут проехать, и из тех башен, что уже сделаны, вы уже увидели, что какое великолепие нас ждет здесь и вас, если вы посещать этот башенный комплекс будете. И совсем скоро будут восстановлены еще несколько жилых строений, примыкавших к башенному комплексу Морч в свое время и примыкающих все еще. Ну и, разумеется, если вы вдаль посмотрите, то увидите, что огороженная небольшая территория находится. Там находится раннемусульманское кладбище. Захоронение находится там именно мусульманского периода. И очень хорошая инициатива то, что огородили это кладбище. На самом деле, потому что склеповые могильники, они, те, которые восстановлены, по крайней мере, они естественным образом защищены, так как наши предки, чтобы эти кости укрывать от посягательств кого бы то ни было, закрывали вот этими камнями. Мини-башнях таких они были. А территория кладбищ, она тоже должна быть огорожена, чтобы ни бродячий скот, ни кто-либо другой туда внутрь не забирался, если он благой цели, разумеется, человек не преследует. Вот так. Спускаемся вниз и поговорим еще. Подводя итог нашего сегодняшнего мини-путешествия, почему я его называю мини, потому что можно вплотную до башенного комплекса Морч подняться на машине, хотелось бы отметить, что вы наверняка это и сами заметили, если вы жители республики, если вы из-за пределов республики следите за новостями нашего региона, что у нас регион наш переживает небольшой такой строительный бум. Ну, переживает будет, наверное, грубо сказано, потому что реставрация это есть хорошо, если она проведена грамотно. И башенный комплекс Морч один из моих излюбленных на самом деле. Мне очень приятно, моему сердцу очень радостно от того, что здесь несколько строений пока что сделаны. Совсем скоро будут, ну не отстроены, это тоже опять же неправильно, отреставрированы. Еще несколько. Мне это очень приятно. Я надеюсь искренне, что вам тоже, насколько я знаю, насколько мне известно, в скором времени обещают весной следующего года, если быть точным, восстановить еще несколько жилых башен, о них мы вам чуть раньше рассказали, и восстановить также вон то древнее, прямо на гребне холма, располагающееся святилище Морч-Сели. Культовые постройки, постройки культового характера для ингушей, для наших предков, насколько были важны, вы и сами знаете, я думаю. Даже если не знаете, поймите, насколько большое значение для них имела религия. Пусть они и не были мусульманами какой-то промежуток времени, но тем не менее, это наша история, опять же. Мы ее оберегать должны, мы ее хранить должны. И все постройки, все строения, все фольклорные упоминания даже о нашей истории, они в любом случае должны сохраняться и передаваться из поколения в поколение. На этой ноте, я думаю, наше повествование о башенном комплексе Морч и о нескольких ответвлениях от него случившихся все-таки можно завершить, я думаю. Так что приезжайте сюда, здесь уже легко можно проехаться на машине, но желательно на машине с высоким клиренсом. А так, спасибо, что были с нами до конца. Всем спасибо. Адик Хелшин, любите свои башни и цените их.